Моему дневнику. Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг, верный до поры и до времени. Ты верный мне до тех пор, пока в моих руках, а можешь стать предателем, когда перейдешь в чужие руки. Последняя возможность не исключена, но все же я от тебя не буду скрывать ничего. Я расскажу тебе не только мысли и переживания политического деятеля, но и просто смертного человека. Жаль только одно – ты будешь слушать, но не отвечать. Что ж, мне суждено всегда быть одиноким и находить себе дорогу, как ни тяжело и трудно. Но с этакой трудной судьбой приходится мириться. Мой друг, все то, что тебе рассказывают, ты не должен рассказывать никому. Этого я требую до тех пор, пока я живу. А когда меня не станет, рассказывай кому хочешь, как хочешь. Итак, слушай мои мысли, рассказы о том, что было и будет. Я не могу работать так, чтобы получился результат, но мои мысли работают и копаются в дебрях прошлого, пережитого. Я не рожденный человек, а созданный. Создал сам себя. Создал из ничего что-то сравнительно значительное, незаконченное. Я пришел к революции из другого, враждебного революции лагеря, сын Манапа. Пришел честно, но не вполне сознательно. 14 лет борьбы со своим прошлым и суровым настоящим сделали меня неплохим солдатом революции. Но, видимо, эти годы борьбы не сделали меня законченным большевиком. Чем же объяснить иначе то, что я очень болезненно реагирую на всякие мелкие неудачи родного края? Кто я? Сын Манапа, малограмотный батрак, красный партизан, доброволец Красной Армии и председатель Совнаркома Советской Киргизии. Из 30 лет жизни 13 отдал революции, партии и классу, рабочему классу. Прошел неплохую школу гражданской войны, сражался на фронтах гражданской войны. В период же непосредственного строительства социалистической экономики страны был и нахожусь у руля одной из советских республик. Казалось бы, у меня не должно быть основания огорчаться жизнью, но в жизни ничего-то не хватает, чего-то большего не хватает. От того ли, что не умею организовывать жизнь, от того ли, что чересчур разборчив и требователен. Кажется, что я никогда по-настоящему не радовался жизни. Впрочем, это неправда. У меня бывали счастливые дни, дни неописуемой радости и веселья. Я радовался жизнью в годы золотого детства, когда единственным моим занятием была ловля бабочек. Я был доволен жизнью в годы гражданской войны, когда под свист вражеской пули, под свистящий смех степного снежного бурана, я сидел в окопе и думал только об уничтожении врага. Я был счастлив жизнью, когда нашел себе друга, с которым мог поговорить все и обо всем. За 7 дней я многое увидел и познал. Уроки этих дней неоценимы. Как солдат революции окреп, как человек понял себя. Кто я? Упорный и упрямый чернорабочий социалистической стройки и беспомощный искатель личного счастья, несчастный мечтатель. О, как мне хочется вырвать с корнем то чувство, рабом которого стал. Хочется, но не в силах. Я не умел диктовать свою волю другим, защищать себя и свое «я». А теперь, эх, жизнь, тебя нетрудно понять, но трудно бороться с твоими законами. Утром был в Центральной комиссии. Познакомился с постановлением Политбюро. Центральной комиссии о Тахмакской ветке. Политбюро ограничивает срок строительства ветки от Фрунзе до Тахмака в течение 28-29 годов. Выписку не дали. Но это хорошо запомнил формулировку, что когда вышел из Центральной комиссии, написал для себя на клочке бумаги «Предрешить вопрос об постройке ветки от Фрунзе до Тахмака в течение 28-29 годов. Лучшего не нужно желать». День прошел как-то незаметно. Принял несколько дехан. Все они жалуются на тяжесть сельскохозяйственного налога. Действительно переборщили.
Те, которые в прошлом году платили 10, в этом году платят 100. Ненормально, но исправлять не в моих силах. Это вытекает из дальнозоркого руководства центра. Прения об идеологическом фронте развернулись интересные. Я тоже выступил и рассказал о том, как придет росту хозяйства национализм. Не только отдельных членов партии, но и в целой организации. Пример тому – срыв строительства Кызылкийской районной электростанции. Отсутствие и увязки роста хозяйства республик Средней Азии из-за нежелания националистически настроенных вождей двух союзных республик и о том, что если действительно мы хотим бороться за коммунистическую идеологию, то нужно начать с верхов и так, чтобы провинившимся не применять мелкие оргвыводы, а бить и открыто сказать, за что бьем. Без этого нельзя воспитать массы. Все больше убеждаюсь в том, что план заготовки хлопка невыполним. На полях хлопка почти нет. То, что имеется, находится под снегом. Сбор из-под снега почти невозможен. Конечно, принудить дихкан к сбору можно, но это не даст экономического эффекта, а политический результат получится отрицательный. Дихкане тоже научились понимать политику надувательства, и они надувают. Некоторые дихкане рассчитались только одними сортами, следовательно, остальные сорта пущены под каналом товарообращения. Колхозы, как правило, везде не выполняют своих обязательств. Полученными промтоварами торгуют на рынке. Недосев неизбежен. Значительное количество колхозов без семенника. В ряде районов недостаток тягловой силы. «Скот мой, враг мой», говорят скотоводы. «Зачем сеять хлопок, когда мы не можем сшить халат?» говорят хлопкоробы. «Зачем? Зачем заниматься хлебопашеством, когда сегодня мы сидим без хлеба?» спрашивают хлеборобы. И на первый взгляд кажется, что эти разговоры – отражение настроения всех трудящихся дихкан. К счастью, это не так. Эти настроения и разговоры – песенки классовых врагов и той части трудящихся, которые подпали под влияние своих же врагов. И то, что определенная часть трудящихся дихкан подвержена подобным настроениям, наша вина. Значит, мы не сумели им показать и доказать, что они находятся на ложном пути. Да, есть над чем подумать и поработать. Был сегодня в Среднеазиатском бюро Центральной комиссии. Познакомился с Семеновым, вторым секретарем Среднеазиатского бюро Центральной комиссии. Поставил вопрос о переброске хлеба из Ташкента на юг Киргизии. Немного, 13 тонн центнера. Поставил ультимативно: не дадите, сделаю распоряжение Фрунзе прекратить вывоз фуража для Средней Азии. Как это так? Очень просто. Не дадите хлеба, не получите фуража из семейника кормовых культур. Это не годится. Не может быть такого положения, чтобы каждая республика делала то, что ей выгодно. Вы понимаете, что существует партийная дисциплина? Понимаю, но хлопок имеет союзное значение, а не республиканское. Не думаю, что в моем намерении были нарушены партийные дисциплины. Я хочу одно – стабнить киргизских хлебкокоробов хлебом. И если это у меня отнимете, мой партбилет, что ж, ничего не имею против. Ну, товарищ Абдрахманов, не говорите чепуху насчет партбилета. Давайте конкретно. Даю 5000 центнеров. Согласны? Согласен, хотя этого недостаточно, явно недостаточно. Условия? Вы вернете 5 тонн центров Ташкенту из ваших ресурсов на севере. Да, вернем. Только 5 тонн центнеров отгрузить немедленно. Хорошо. И последовало распоряжение Новоторгу отгрузить и так на время дней на 15-20 и обеспечен хлебом. Недовольным жизнью, когда она богата содержанием, но бороться с нею гораздо труднее, чем за нее. В этих словах я смешал, что положительного, отрицательного и необходимого в жизни в одну кучу, и от этого эти строки стали непонятными для других. Я пишу не для других, а для себя, и эти запутанные для других мысли понятны мне самому. Эти 20 дней мне дали больше, чем я получил в 30 лет жизни. Я узнал страну
и людей и узнал себя. Для моих соотечественников Киргизия не страна, о которой нужно заботиться, которую нужно любить, для которой нужно работать, а только объект, база личного благоустройства. В этом несчастье моего народа.